На площади происходит то, что называется большая работа. Ванна, аналогичная той, что мы видим, заполняется раствором, и тело Ленина погружается для полной перебальзамировки. Именно это на официальном языке называлось «Мавзолей закрыт на профилактические работы». Работы проходят в особой комнате под гостевыми трибунами, и все оборудовано так же, как и в лаборатории на улице Красина. Сейчас вы видите детали этого процесса. В ванне тело Ленина проводит примерно месяц. На это время, обычно весной, мавзолей закрывается. Никто, кроме десятка врачей, никогда не видел в таком состоянии одного из самых могущественных людей 20 века. Технология нашего учреждения, в общем-то, это коммерческое, будем говорить, тайна или, так сказать, как это, ну... Внезапно объявили, это было 3 июля, значит, 41-го года. Этого же не видел почти никто. И на себя чуть-чуть. О, все, прекрасно. Все. После бальзамирования тело одевают. Но перед этим и Ленин, и Сталин несколько дней лежали вот так на простынях над ванной. С тела стекают излишки раствора. Обычное белье, правда, стерильное. Чуть-чуть. Застегивайся. Сразу. Да, на нем костюм бывший, который был раньше на Владимира Ильича. Но после профилактических работ, которые проводятся на Красной площади, его отдали нам для этих испытаний. То есть это обычная материя, никаких здесь нет ни вкраплений, никаких датчиков нет. Это обычная материя, можете потрогать, посмотреть. Его же галстук. Да, это ленинский, Владимир Ильич галстук, его костюм.